Надо сказать, что в последнее время происходит нарастание каких-то крайне негативных тенденций у нас в стране, которые могут нас привести к самым серьезным и трагическим даже последствиям. В частности, я имею в виду заявление, которое было сделано по поводу армян и по поводу их участия в Отечественной войне народа Абхазии. Я, как свидетель всех этих событий и как человек, который была активной участницей Айтгылара, нашего этого национально-освободительного движения, я очень хорошо помню предвоенный период, когда мы все сплотились против грузинского агрессора и против национализма, который тогда очень был силен в Грузии. И мне это всегда казалось такой типичной чертой абхазского народа, который отличается толерантностью и уважением к другим нациям и к другим культурам, если это соответствует интересам Абхазии. И в тот момент, когда мы сумели объединиться, все абхазы, армяне, русские, греки, эстонцы, все были вместе, и причиной такого объединения стала крайне шовинистическая политика, которую проводила тогда Грузия. И мне кажется, что в последнее время мы начинаем тоже идти по такому пути, и это очень опасно для Абхазии. Я думаю, что власти и общественность должны очень серьезно отреагировать на это и не допускать такого межнационального противостояния, которое может привести нас к очень серьезным последствиям. Тем более, что я прекрасно помню, какую роль играли армяне в Отечественной войне народа Абхазии. Тогда я была депутатом Верховного Совета, и Тополян Альберт Гаспарович, это выдающийся деятель абхазского национального движения, который проявил такую инициативу и объединил армян, и было создано 2 армянских батальона, которые сыграли очень важную роль. Мы просто не имеем права все это забывать и не имеем права разделять людей по национальному признаку. Абхазия настолько маленькая страна, и наш этнос настолько малочисленный. Мы должны, наоборот, интегрировать всех, кто хочет жить в этой стране и хочет, чтобы Абхазия оставалась независимым государством. Я очень ценю тех людей не абхазской национальности, которые выступают за независимую демократическую Абхазию. И надо сказать, что неправильно то, что у нас нет никакого органа, который бы занимался межнациональными отношениями. В любом многонациональном обществе иногда могут возникать какие-то проблемы, и власти и общественность обязаны как-то не допускать каких-то серьезных таких проявлений. У нас в Конституции, которая является, мне кажется, образцом демократии, и это отмечают даже наши оппоненты и те, кто нас не признает в качестве независимого государства, там сказано, что все люди, живущие в Абхазии, равны, независимо от их происхождения, пола, расы и так далее. И мы должны это на деле осуществлять. Это не должен быть только только декларация. Мы должны как-то больше ценить это этнокультурное многообразие, в котором Абхазия существует. И я, например, считаю, что это наше большое достоинство, и мы должны этим гордиться, что у нас многонациональное общество. Последние события в Абхазии, они просто страшно нас всех тревожат, и это все очень драматически скажется на нашем будущем. Это криминал, который совершенно просто ничто не сдерживает его. Я думаю, что мы должны как-то все сплотиться и что-то с этим делать. Общественная палата предложила создать общественные советы при Генпрокуратуре и МВД, но пока это осталось все так. Это президент должен такой указ издать, и тогда уже этот процесс может пойти. Я не говорю, что это решит все проблемы, но это может помочь какому-то взаимодействию общества с силовыми структурами. Сегодня такого взаимодействия, к сожалению, нет. А это совершенно необходимо, потому что уровень доверия населения
к правоохранительным структурам очень низок сегодня. И в таких условиях бороться с преступностью практически невозможно. Поэтому я думаю, что мы должны очень серьезно изменить эту ситуацию. И вот сейчас читаешь в российской прессе вот эти все сообщения, там убили туриста, и помимо того, что очень жалко этих людей, вот россиян, которые приехали к нам, и мы так их тут приняли, и помимо этого это же приведет к очень плачевным последствиям для экономического развития Абхазии. Кто сюда будет приезжать? Я думаю, что мы срочно должны что-то предпринимать. И это может сделать только все общество и власть, объединившись.